Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вакцинация от COVID-19. В Абхазию прибыла первая партия антиковидной вакцины «Спутник Ви». Проблемы, волнующие общество. Первый съезд политической партии Айтейра. Яркое, искреннее творчество. Выставка детских рисунков открылась в Сухуми. В Абхазию из Российской Федерации прибыла первая партия антиковидной вакцины «Спутник Ви» в количестве 6500 доз. Вакцинация будет проходить на добровольной основе бесплатно. Кто будет привит в первую очередь и когда начнется вакцинация, узнавала Гугут Савардания. Вот она, первая партия доз вакцины «Спутник Ви», доставленная в Абхазию. Как вы видите, ее еще не расфасовали. Затем вакцина попадет в вот эти холодильные камеры. Помещение, в котором хранится вакцина, должно соответствовать ряду требований. Самое главное из них – температура воздуха. Чтобы хранить «Спутник Ви» в надлежащих условиях, на базе медицинского склада станции Сухумской скорой помощи задействовано специальное оборудование. Всего в Абхазию прибыло 6500 доз вакцины. В первую очередь вакцинацию пройдут медицинские работники. И другие декретированные категории, то есть педагоги, там, представители бюджетной сферы в целом, там, силовые структуры, ну и, соответственно, граждане в последующем, которые не имеют противопоказаний и соответствуют тем критериям, которые указаны в инструкции по применению данной вакцины. Для проведения процедуры вакцинации Минздравом будет подготовлена группа людей. В связи с тем, что хранится «Спутник Ви» в определенных условиях, отдельно по районам ее возить не будут. Но районные больницы должны будут высылать списки тех, кто хочет сделать вакцину. И им она будет выслана в специальных контейнерах, поддерживающих минусовую температуру. В специальном контейнере с термометрами для транспортировки эта вакцина будет ответственными лицами направляться в данное учреждение, проводиться вакцинация на месте. Именно то количество, которое будет обозначено вот в этот день соответствующим приказом. Мы начнем саму процедуру вакцинации на базе республиканской больницы в отделении, вот консультативное поликлиническом отделении. Там созданы 2 кабинета, и мы будем проводить там вакцинацию. Вскрывают вакцину непосредственно перед применением. Размороженный препарат «Спутник Ви» может храниться не более 30 минут. Перед прививкой необходимо сдать анализы на антитела и пройти консультацию у терапевта. Конечно, если у человека переболел ковидом, у него в достаточном количестве антитела, то он в данный момент вакцинации не будет подлежать. Вот. Кроме того, значит, все будут консультироваться терапевтом, потому что необходимые критерии указаны в приложении вот к этой инструкции, которые надо будет зафиксировать для того, чтобы доктор понимал, что данному гражданину показана вакцинация и нет противопоказаний. Перед вакцинацией требуется письменное согласие на прививку, а также заполнение анкеты. Эффективность «Спутник Ви» больше 97%, поэтому желающих вакцинироваться российским препаратом в России и в других странах, куда доставлен «Спутник Ви», с каждым днем становится все больше. Вакцина уже зарегистрирована в 60 странах мира. Важно понимать то, что данная вакцина, ее эффективность доказана, она составляет более 97%. В том числе в плане выработки антител к вирусу. И даже если человек заболеет, он перенесет эту болезнь в легкой форме и без осложнений. Российский препарат «Спутник Ви» прибыл в Абхазию в рамках соглашения между Минздравами 2 стран. Вакцинация в Абхазии начнется сразу после майских праздников. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Генеральной прокуратурой Абхазии утверждено обвинительное заключение и направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении организаторов банды Чкадуа Герика Юрьевича, Бганба Беслана Тотовича и членов банды Ахалая Датхо Ривазовича, Ахалая Дымура Ривазовича и Блабба Аслана Дауровича, обвиняемых в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авицба и Доминики Кертава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авицба, имевшего место 22 ноября 2019 года в городе Сухум на набережной Махаджиров. Организаторы и участники банды также обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Продолжаем выпуск. В Сухуми прошел первый большой съезд политической партии Айтейра, на котором присутствовали более 300 делегатов. В работе съезда приняли участие вице-президент Бадра Гунба, депутаты парламента, председатель партии Амцахара Лёсик Цугба. Делегаты съезда единогласно избрали заместителем председателя партии Юлиана Бобуа. Также был избран политсовет. В него вошли 25 человек. Выступавшие говорили о важности преодоления раскола в обществе, борьбе с коррупцией, проблеме сохранения абхазского языка и культуры, важности межнационального и межконфессионального диалога об актуальных вопросах молодежной политики. С основным докладом выступил руководитель партии Леонид Лакербаев. В своем выступлении он дал общую оценку ситуации в стране и акцентировал внимание на проблемах, волнующих общество, в том числе пандемии коронавируса, энергетическом кризисе, международных отношениях. Год назад, в марте 2020 года, прошли в Абхазии очередные, внеочередные выборы президента Республики Абхазия. Партия Айтайра, которая была зарегистрирована Министерством юстиции Республики Абхазия 7 февраля 2020 года, активно включилась в избирательный процесс, поддержав кандидатуру Аслана Георгиевича Бжания. Поддерживаем его и уже как избранного президента страны. Осознаем, что несем определенную ответственность за все, что происходит в стране. А ситуация в стране непростая. Конечно, коронавирус во многом предопределил ход развития событий. При определенных издержках, особенно в информационном плане, власть предприняла серию мер как по мобилизации собственных ресурсов, так и по привлечению медиков из Российской Федерации. Конечно, еще раз хочу сказать огромное спасибо медикам. Это, а также помощь диаспоры помогает в целом выходить из этой непростой ситуации не хуже других, более экономически развитых стран Европы и мира. Расширенный репортаж с первого съезда политической партии Айтейра смотрите сегодня в нашей программе в рубрике «Амшек Шара Яцу». Министерство туризма Абхазии представит новую концепцию отдыха для российских туристов на Международном туристическом форуме «Абхазия – страна души», который пройдет в республике с 12 по 16 мая. В столице Абхазии соберутся представители туристического бизнеса, эксперты, российские и абхазские журналисты. Как сообщил министр Тимураз Хишба, у Абхазии есть что предложить российским туристам в летнем сезоне 2021 года. В концепцию вошли новые цифровые продукты и новые системы контроля качества сервиса. Большое внимание уделено развитию гастрономического туризма. В рамках форума состоится выставка объектов туристской индустрии «Абхазия – страна души». Представители бизнеса смогут представить гостям и участникам форума традиционные и новые туристические продукты и найти партнеров для дальнейшего сотрудничества. 4 мая в Абхазии пройдут памятные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения видного государственного деятеля, военачальника, героя Абхазии, кавалера ордена Ахтзапша первой степени Сергея Платоновича Дбар. В 10 утра состоится возложение цветов к памятнику Сергею Дбар в средней школе села Мгудзерхуа Гудаутского района. Затем посещение могилы героя там же, в его родном селе. Памятные мероприятия продолжатся в Гудауте, в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии, носящим имя Сергея Дбар, где в 11:30 откроется фотовыставка. В тот же день в Сухуме в 2 часа состоится церемония возложения цветов к мемориалу в Парке Славы, а в 3 часа вечер памяти Сергея Платоновича Дбар в Государственном музее боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзенба.
Делегация МЧС Абхазии во главе с министром генерал-лейтенантом Львом Квицения находится в Донецке для участия в праздновании Дня пожарной охраны. Абхазские спасатели прибыли в ДНР по приглашению руководства МЧС. В рамках поездки состоится рабочая встреча руководителей спасательных ведомств Республики Абхазия с Донецкой Народной Республики. Определена дата официального открытия купального сезона. 5 июня. Об этом сообщается на официальной странице МЧС в Фейсбуке. К этому времени руководители районных администраций, в чьем ведении, согласно существующему законодательству, находятся городские пляжи, должны провести необходимую подготовительную работу. В том числе и по части наличия в местах купания спасателей и спасательных плавсредств. В конце мая сотрудники ГИМС МЧС Абхазии проверят пляжи во всех городах республики. На основании данной проверки будут составлены соответствующие акты осмотра. В рамках международного проекта «Арт-палитра» в Сухуми открылась выставка детского творчества. Здесь представлены работы воспитанников Дома творчества «Айнар» и детской художественной школы номер 2 имени Сурикова города Липецк. Сотрудничество двух школ продолжается уже 8 лет. За это время проведено немало совместных проектов. Сегодняшняя экспозиция получила название «Учитель-ученик» и объединила около 100 работ. Репортаж Эсма Гуланзе. 9-летний Леонид Агрыба уже год посещает уроки рисования в Доме творчества «Айнар». За это время он успел написать около 20 работ, одна из которых попала на выставку. По словам мальчика, картину он написал буквально за полурока. Конечно, я хотела еще туда добавить тень, ветер, как дует парус, но у меня, к сожалению, не получилось. Как называется твоя работа? Я тут не памра. А почему ты выбрал именно это место? Оно тебе нравится? Потому что я туда хожу на занятия, и это занятие самое мое любимое. Я очень редко что-то перерисовываю, но больше всего я рисую, чтобы выдумывать. Сам выдумываю и рисую. А Злата больше всего любит рисовать природу и пейзажи. А еще она часто изображает людей. Внешнее сходство не самый главный критерий художественной ценности, говорит девочка. Куда важнее раскрыть и показать сущность человека. Маму рисовала, учительницу по рисованию в школе рисовала, старую учительницу в 4 классе рисовала. Много кого рисую. Здесь нарисована моя учительница. У нас было задание нарисовать ее и сделать ее образ. Ну вот, работа. А тебе самой понравился ее портрет? Да, очень. Творчество юных авторов разнообразно по тематике и жанрам. Пейзажи, натюрморты, портреты и сказочные сюжеты. Калейдоскоп ярких и трогательных картин, у каждой из которых своя история. Всего на экспозиции представлены около 100 работ, выполненных в различных техниках. Кроме детских, здесь есть картины преподавателей, уже состоявшихся художников. Отсюда и название выставки «Учитель-ученик». Это уголок в Новом Афоне. Когда поднимаешься наверх, вот там есть вот такое вот место. Вот, не сам храм захотелось изобразить, а именно вот простор, наверное, выход на горы, какой-то вот полет, наверное. Вот ваши места очень чудесные, живописные, очень захотелось их передать в каких-то своих зарисовках. Сотрудничество творческого дома «Айнар» и Липецкой художественной школы продолжается уже 8 лет. За это время проведено немало совместных проектов, пленеров и выставок. Международный творческий проект «Арт-палитра» направлен на укрепление культурных связей между Абхазией и Россией, развитие опыта преподавания художественного образования, выявление и развитие талантливых детей. Заразилась Абхазией после своего личного отдыха, а потом уже вот весной приехала сюда. Мы познакомились с Виталием Янковичем. Он человек неуемный, энергичный, я бы сказала, энерджайзер. Предложил сделать вот такую совместную выставку, пока мы находились в Абхазии. То есть прям свежие работы, и мы выставляли тут в выставочном зале. И в дальнейшем как-то каждый год мы стали приезжать. Не всегда с детьми получается приезжать. Вот сейчас мы год пропустили нашего проекта, сами понимаете. И мы сейчас счастливы, что в этом году этот проект состоялся. Выставка «Учитель-ученик» продлится до конца мая. У всех желающих есть возможность полюбоваться ярким и искренним творчеством юных художников. Эсма Гуланзе, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.
Информация с пометкой «Молния». Приезжающим в Россию из Абхазии и Южной Осетии не нужно сдавать тест на коронавирус при пересечении границы. Принципиальная договоренность об этом была достигнута в ходе встречи президента Абхазии Аслана Бжаня и главы Роспотребнадзора в Москве. А сегодня Анна Попова встретилась в Сочи с министром здравоохранения и министром туризма Абхазии Тамазом и Тимуразом Хишба. Подробности встречи мы сообщим в наших следующих выпусках. Ираклий Харчилава избран председателем Сухумского городского собрания. За его кандидатуру проголосовали 14 из 15 депутатов. Ираклий Харчилава был депутатом предыдущего 6-го созыва собрания. Избиратели 13-го округа вновь оказали ему доверие, избрав депутатом 7-го созыва. На сайте администрации Сухума опубликован план проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 3 мая в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба состоится праздничный концерт Государственной капеллы Москвы имени Судакова и Государственного камерного оркестра Абхазии. 7 мая в Музее боевой славы имени Владислава Арзенба состоится брейн-ринг среди школьников 9-11 классов по теме событий Великой Отечественной войны. 9 мая в 10 часов утра состоится церемония возложения цветов к памятнику неизвестному солдату и митинг. В 11 часов торжественный марш парадных расчетов. В 13 часов на набережной Махаджиров начнется концерт с участием детских коллективов школы, искусств и развлекательная программа с участием аниматоров. Кроме того, 9 мая в Сухуме пройдет международная акция «Бессмертный полк» и велопробег «Спасибо за победу». И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии с 30 апреля по 4 мая ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен туман. Днем преимущественно без осадков. Во вторник к вечеру возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 20 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.